Ребятки, всем привет! Ну что, вот потихоньку переползли уже в август месяц. Лето летит, ребята. Не знаю, как по погоде, но в целом по прогнозу смотрю, уже жара такая уже спадает. Все уже. Там смотрю, ночью до 10 градусов. Естественно, водичка начнет остывать. Вот. Ну а сегодня, ребят, я на этом огромном пляжу. Кто смотрел ролик, когда я здесь ночевал в шатре, шатер там стоял у меня, закидушки, половил немножко тут подлещика. Вот. И сегодня я конкретно на фидере, ребята, приехал именно в эту точку. Закидушки показали, что вот именно в протяжении тут метров 25 до 30 работали две. Вот именно примерно в этом районе. Видать, там какая-то бровка хорошая. Но почему-то концентрация поклевок была именно здесь. Ну, я так примерно прикинул. И сегодня на лайте, ребят, на спокойствии посижу там часов 15. Ну, проведу ночку, утро конкретно на кресле. Не брал ни палаток, ничего такого. Чисто рыбалка, чисто фидер. Вот. Чисто спокойствие, чисто кайф. Погодка 24 градуса, ветрено, так облачно. Ну, хорошо, ребят, зато не жарко. Как бы самый то. Ветерок, да, небольшой ветерок, но к вечеру, я думаю, все спадет и все будет отлично. Вот. Так что постоим, ребят, покайфуем. Может, что половим. Так что все, буду потихоньку разгружаться, собираться. Под музычку сделаем, никому это уже не интересно. Вот. Потом просто уже расскажу, покажу, что получилось, на что будем рыбачить, ну и так далее. В принципе, ничего, никаких изменений, все стандартно. Взял еще пару наутилусов, именно поставлю поводки на тройник, и в любом случае будет какая-то мелочь, будем кидать на живца. Как правило, когда на фидер стоишь, частенько, не частенько, в основном скапливается мелочь, и, естественно, приходит пастух, щука. Вот. И как бы пускай стоят дежурные, парочку чуть ниже их поставим. Вот. Ну а так в целом кайф, настроение пушка, народу на реке практически никого не видел. Спустился пока. Вот. Так что давайте начнем.
ребятки, ну чё, как говорится, давайте. Прикупил опарика свежего. 10 пачек. Так, будем рыбачить на опарыша. Вот. По прикормке, ребят, по прикормке. Добиваем старое. Чеснок. Вся та же покусанная мышами от Миненко. Хит продаж чеснок. Давайте ее уже. Последняя пачка вроде как осталась. Универсальная ловля монстров. Хорошая прикормка. Очень мне нравится. Тоже от Миненко. Так, не улетаем. И вот новая пачуха, ребят. Это уже килограммовая пачка. Юбилейная. Flat Method бисквит. Вот такая красавица. Ну и еще вот у меня пачка универсальная. Я не буду замешивать, оставлю. Если что, как говорится, на утро мало ли не хватать будет, то будем добавлять. Вот так. Сегодня я без пшена. Чисто буду на заводской. Чисто, ребят, на заводской. Стандартно банка кукурузы вместе с водичкой. Ах ты ж. О, ну вот. Нужен нож. Банка подвела. Ладно. В общем, и миласка Дунаев. Баночка подвела. Ладно, сейчас открою ножом, ребят. Ну, в принципе, вот такой состав будет. Что. Мусор не выбрасываем, ребят. Я уже собрал мусор, как приехал. Так, разное здесь. Бутылки, банки, все везем. А то недавно тут предъявляли мне, что мусор я оставляю. Не знаю. Мусор, ребята, не только за собой убираю, но и стараюсь еще за чужими. Мне как бы не сложно, но по возможности как бы. Если что-то сжигается, можно сжечь. Не знаю. Ну, сейчас в основном все же не пешком ходят. А вот мусор почему-то оставляют. Вон целый пакет. Вот такая красота получилась. Аромат универсальный, чеснок, ну и бисквит получается. Специи, меласка, кукурузка. Отлично. По снастям, ребят, старые мои фидера кайдовские 360. Вот. Бланк с правой стороны вешу самый жесткий, левый по течению средний. Фидера до 150 грамм, да, ребят, не удивляйтесь, бывает, что и кормушки 120 вешаем. Катушка Наутилус, Аргент фидер 6000, шнур китайский 0,18, там не помню. По шнурам не особо, ребят, заморачиваюсь. Вот. Все тот же самый старый наш добрый патерностер, ребята. Монтаж, я имею в виду. Вот. Отвод, кормушка пуля 100 грамм. Это правая, левая 90. Вот. Поводок сантиметр 80. Крючок. Крючок Овнер шестерочка. Леска у нас КДФная.
Не знаю, пишут Джапан, конечно, возможно и не Джапан. Кардинал 0.18. Вот. Ну, в общем, как-то так. Все отмерил. Бровка есть. Буду, как говорить, как и сказал, рыбачить на опарыша. Все. Заряжаем. Ветерок, конечно, как и сказал, мешать будет. Ну, в целом попробуем. Просто хотя бы ориентир у меня бревно там с той стороны. Я стал не прямо, а чуть-чуть сместился вот так. В общем, буду кидать как-то вот так. Чуть-чуть. Наискосок. Ну все, ребят, погнали. Как говорится, посмотрим. Ну что, сейчас вспомним юность, как говорится. Я даже не помню, когда, ребят, в начале июля, наверное, на фидере-то стоял. В этом году вообще рыбалок-то толком не было. Ну, из-за воды, конечно, все это, блин. 3 половодья было. Ну, мелочушка трясет уже какая-то. Ладно, покормим, что. Поклевочки сразу, ребят. Поклевочки сразу. Ну, рыбку буду брать. Попросили меня и мелочушку на на рыбник. Соседка. Кормушка он еще не вымыла. О, ребят, огонь. То, что доктор прописал. Вот он, наш живец. Погнали сразу. У меня уже все готово. Сразу приготовил, чтобы потом не в ее, как говорится. Вот он, наш живец. И вот под вот этот плавничок, ребят. Опа! Стоять! Стоять! Ты чего? Крупноват, конечно. Вот он. Сейчас мы аккуратненько туда, куда-нибудь. Пускай там плавает. А вдруг щукарек, да? Вот так вот. И раз. Грязи много, конечно. Опа, вот и живчик, ребята. Вот и еще один живчик. Вот и еще один живчик. Пойду заброшу тоже. И пускай стоят. Ну, правда, блин, тоже нафигачит травы здесь, конечно. Ну, что поделать. Ничего не поделать. Ладно уж. Как есть. Густеречка. Самый кайф, ребятки. Раз. Давай, подруга. Блин, ветер. Тихо. Провода всякие. Вот так. Пускай. А вдруг бонус какой-нибудь. Пока ветер, ребят, пока мелочь. Короче, потягаю мелочушку, покормлю точку. Вот. Я думаю, вечерком будет потише. Пока толком и не рыбалка, в общем. Так, чисто баловство. Да и вообще, в целом, пацаны сейчас гоняли вот под утро. В час, в 2, в 3.
рыбалка в целом начинается, короче. Так что, возможно, и ночью нифига не будет. Ну, что, покайфую, посижу, ребят. Такие дела. Темная ночь. Машка вылезла. Так, ребят, ну чё, изрядно пошвырял. Мелочушка, каждый заброс.
всякое разное. И что-то и елец, и окунь попался там. Густерки, подлещики. Ну, все такая мелкая. В общем, немножко этот удлинил на метра 3, наверное. Как-то вот. Ну, это чуть дальше у меня, это чуть поближе. И вот показалось, что чуть-чуть еще свалился. В общем, не знаю. Пока, думаю, не поздно. Надо переобуться. Ну, в общем, так и сделал. У меня гости приехали на машине, ребята. Стали ниже. Вот. Дорога, значит, сюда как-то есть. Дорогу я сюда не знаю, как сюда приехать на машине. Ну ладно. Так, что у нас по времени? Время 7 часов, ребята. Солнышко скоро садится. Ночью уже темное. Уже фонари и так далее. Сегодня будет 12 градусов или 10 ночью. Вот. Но я взял штаны, там, короче, калоши. Босиком, наверное, замерзну. Ну, в общем, пока ничего интересного. Сход был такой, что-то пьем отвалилось. Ну и, короче, пока мелочь. Ну, точка закормлена. Отлично. По-хорошему, что-нибудь перекусить бы, конечно. Что-то потом ночью не особо мне там охота в темноте. Я там кашу взял. Согреть, только поесть. Термосок, кофеек. Не знаю, в общем, пока думаю. Ну, ребята, так, на вечер, я так смотрю, только приехали. Ночевать не будут. Вся движуха ночью, ребята, а то и утром. Практика показала, сейчас парни стояли, вот. Ночь, говорит, нифига уже, а потом уже такие, говорит, разбитые уже домой. Что-то бам-бам с утра, говорит, поклевал. Посмотрим, как у нас будет. Елец, ребята, все клюет. Что-то решил закормиться маленько. На огородах все растет, ребята. Картоха. Начали копать. Огурцы, кабачки, помидоры. Все свое. Это хорошо. Че, ребят, помидоркой врезался пободрее. А то сегодня вообще ничего не ел. Продолжаем, как говорится. Парни собираются, смотрю он. Ну, мелочь сидит какая-то. Трава, конечно, блин, хреново. Пока кушал он. Ельцы попадаются. Офигеть. Интересные дела, конечно. О, прям в заглоте. Рыба-ельчик. Зимой, ребят, на удочку ловим таких.
Живет, кстати, тоже классный. Так, чуть-чуть что-то покрупнее беру. Соседка попросила. Андрюха говорит, она любит такую мелкую рыбу. О, все, объела. Я говорю, да наловим что-нибудь, говорю, привезу. Ведь именно ей мелкая рыба нужна, не крупная. Любит она жарить. Рыбники делает. Соседка. Вот сейчас солнышко сядет. И думаю, повеселее будет. Пойдет? Пойдет. Поехали. И раз. Дома. Поклевка, ребята. Что-то вроде подлещик, скорее всего. Парни уезжают. Солнышко садится. А у нас, походу, первая ляпка. Под язик. Под язик ударил. Нормальный такой. Самое то, тетя Лидия. Короче, всяко разно. Он только не подлез. Ух, стартанул. А там тупик, друг мой. Там тупик. Ну вот, мужики домой поехали. Вот так что-то они на вечер приехали. Тут недалеко деревня. Вот. Так. Побросали мелочь, такую же половили. Ну, солнышко садится, ребятки. Наш выход, как говорится. Сейчас еще пару поклевок было таких. Ну, уже что-то такое интересное. И мелочи, кстати, поменьше стало. А то невыносимо раскидаешь, а бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Сейчас вот подуспокоится. Я думаю, что-то подойдет все равно. Что за поклевки? Не могу понять. По-нормальному дай уже ударь. Хорошо ударил изначально. Что, опять густера, не могу поверить. Ну, бля, ни хрена не бьют, ребята. Самые настоящие. Ну да, щука-то не этот, не того. Что там, разведчик, ребят? Будем считать так. Первая ляпка. Первый красавчик. Первая ляпочка. Тихо, 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 тихо. Тут нормально же сфоткался же. Что ты делаешь?
слюнявый. Нормально же все было. Первая ляпка, ребята. Ну ладно. Так, ребят, 8:30. Первый подлец такой, ну, таких там, кто берет, кто не берет, как бы. Потом бывает, что на утро просто отпускаешь там или что-то еще. А так на сухой посол вялить, на котлеты, на консервы я вот использую. Вообще шикарно получается. Мороки много разделывать, а так почему бы и нет. Давайте ждем покрупнее. Сходу, ребята. Только перезабросил. Сначала на ту, потом на эту. Такая дебильная поклевка. Такие не люблю. Ух, нифига густера. Давно таких густерочек не видел. Ребятки. Какая красавица. Это густерочка. Видите, красный плавник. Разновидностей много. На Волге там таран, тарашка называют. Красный плавник. Красавица. Классно поклевка. Непонятно. На это тоже что-то бомбануло. Вышли, что ли? Сейчас темнеет уже скоро, ребята. Сейчас уже скоро стемнеет. Вот мимо. Перезаброшу, ладно. Подряд. Огонь. Раз. Кладем кучно, ребята. Кучно кладем. Стемнеет, да, это уже не июнь месяц, а август. Сейчас ночи темные уже будут. Уже плоховато видно на камеру, скорее всего. Ладно, пока дожимаю, потом будем фонариться. Смотрите, какая красота, ребята. Сказочный закат. Просто бомба. Техника на полях работает. Сено, шмена. Блин, очень красиво. Туманчик начинает стелиться. Обожаю вот такое. Еще нравится. Поклевочка, ребят. Хорошенькая. Как будто бы была. Что-то пока брызгался. Что-то подсел, походу. Угу. Ну, что-то типа такого же, ребят. Темнеет, блин, на глазах вообще. Ну, все, лето закончилось. Стандартик, ребят. Ну, чуть покрупнее даже. Ух ты, ты порвешь не так. Стандартики. Ну, пока вот такие, ребятки. Красавчики. Ну, сразу видно по поклевке, что что-то такое уже не мелкое. Ну, вот они, больше ладошки. Такие братцы. Раз. Два. Ох, какая вылазит, ребята, видели? Из-за леса, из-за гор. Все темнеет. Еще 10 минут и фонарюсь.
Ну, вот так поприятней. Штаны пока не одевал. Куртейку приодел. Легенькая такая. Она мягкая, удобно в ней. Я зимой прям двигался в ней. Жарлицы там. Такая она, блин. Очень мне зашла, фигашевская. Как-то, ну вот. Это вот энцефалитка, она грубая. Она сковывает. А это прям вот. Не шуршит нифига. Блин, класс. Единственное, только где-то прожег я здесь. Добротно так. Одно я подарил. И вот где-то у меня тут прожег, ребят. Блин, кайф. Так, все, фонарик на лбу. Здесь маленькая лампа. Тоже, кстати, можно подвешивать ее. Более освещает. Ну, это так, насаживать. Ну и лампа, как обычно. Вот так и будем. Так и будем, ребята. Туман стелет. Красота. Вообще бомба. Вечер прям такой шикарный. Вон и подлещики тоже что-то сказать хотят. Фига укусил, блин, волдырь такой. Не знаю, пока в босиком посижу. Но уже ноги, чувствую, уже начинают от песка замерзать маленько. Так, ну чё? Что-то вышли, похулиганили. Надо перезабросить. Скорее всего, какая-то мелочь висит. Бывает, что даже качнет и все, и тишина. Сидишь, ждешь, а перезабрасываешь, она мелкая сидит и, ну, грубо говоря, место занимает. Вот. Так что такие дела, ребят. Турборежим. Шикарно. Все, четко видно. Но сижу, жду, ребята. Тут опять елец. Елец молодец, блин. Я говорю, вот сижу, жду поклевку. А он дыбанул и сидит, молчит. Так что каждые 7 минут, ребята, закон, как мне Дамир говорил, Батькович. Каждые 7 минут, Андрюха, перезаброс. Фидерная тема, она такая. А на втором пескарь. Ну, это уже третий за сегодня. Ну вот, а ты сидишь, ждешь леща. А там сидят ельцы да пескари, блин. Так, ладно. Темно уже, да. Все, уже фонари нужны. Уже освещение. Куда-то не туда. Куда-то не туда бросил. Не видно ни хрена. Хулиган какой-то, ребята, присосался. Ну иди сюда, чё.
Густерочка. Да такие красивые, блин. Густерочка. Тихо, 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 матушка. Ладно. Пойдешь в садок. Да, вот вечером, ребят, похулиганили маленько и все. Вот так что-то дерябнет. Пискарь, скорее всего. Ну, вот сейчас густерка попалась. Время 11 часов без 10. Ну, мне кажется, так и будет. Пару часов сейчас будет тишина, наверное. С утра, наверное, половим. Я думаю, так, как все пацаны говорили по прогнозу. Ну и что, все равно что. Каждые 7 минут, братцы. 7 минут. Хочу вот этот выстрел. Блин, а. Подсачник еще не намочил. Лаврушка. Ну, все, тети Лиди. Заказ, ребята, у меня. Рыбацкий. Что-то хотел сказать вам, ребятки, и что-то с головы все вылетело. Самолетов столько летает, кстати, офигеть. Там, смотрю, летит. Ночка сегодня прям великолепная. Класс. Ну, уже все темно. Да. Продольничек перешел у меня. Вода пока не остылась, надо миножик ковырнуть, да вот продольничек поставить, мне кажется, съездить. Даже может как-то без рыбалки просто скататься, выставиться. Ну, надо ночевать, ребят, потому что продольник ручной работы. И я сколько таких продольников своих с ночевками оставлял, уезжал, приезжал, у меня срезано все было. Люди настолько, ну, проверил тогда, ладно, там, крючки срезают, это вообще, конечно, кошмар. А с таким продольником в любом случае ночевать, потому что троллингисты катаются, в любом случае проверят, а там продольник такой, ух, ну потом покажу. Похолодало, комар ушел. Туман стелится, ребятки. Класс. Что, утро будем ждать? Не знаю. Так, периодически, если буду забрасывать, что? Трава все равно налипает. Сколько ее там? Я вот, это моя снасть, ребята, да, вот, и вот, это вот в протяжении того периметра столько налипает. Как там на дне вообще, что там происходит там, в толще? Как вообще рыба там, блин, что-то может что-то делать, я не знаю. Столько мусора, ну это вообще же жесть. Вообще капец в этом году. Она просто на минуту даже не успокаивается. Ужас. Трава, грязь, листья какие-то. Я вообще в шоке. Вода упала, вода прогрелась. И все равно вот эта грязь, она тянет ее сюда. Как весной, короче. Я был на Волге, блин, ну красота. Забросил и все чисто, блин. А тут вот этот, ну кошмар вообще же. Ладно, ребятки, будем сидеть. Кто-то ударил, ребята. Ага. Ага. Небольшой, походу. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Все, успокойся. Да что ты такой хулиган ты какой-то?
Как густера, что ли, опять? Ни хрена густерки, ребят. Ну. Вот это густерки. Это не подлещик, ребят, густера. Охренеть. Красавицы, блин. О, какие густерочки, красавицы. Там как называют? Тарашка получается, или как там? Садочек. Какая третья, наверное, такая уже хорошая густера, блин. Офигеть. Давно таких не ловил. Блин, красотки, ребят. Густерки самые настоящие. Раньше они вот очень часто попадались. Такие крупные. А потом вот в последнее время вот такие попадаются, вот мелкие. Вот прям, блин. Как не тарашка, а баран называется вроде. Ну, кто, короче, с Астрахани, ребят, подправьте меня. То бишь есть белоглазка, есть синец, вот, есть подлещик, есть густерка, вот, ну, разновидностей их много. Но вот нифига не лещ, как бы не подлещик. Это свой вид, разновидность своя. Ну чё, так пойдет. Так и наковыряем. Копейка рубль бережет, ребятки. Сами знаете. Кто-то, ребята, опять ударил. Кто-то ударил. И нет такой интенсивной поклевки. Бац. И все. И подвис. И туман пошел стелиться. Водичка остывать начинает. И чё? Так просто посмешил. Ну, удар хорошенький был. Пока фонарик включил. Все. Пауза. Пауза. Ходит кто-то на точке еще, ребят, ходит. Да ладно, сидит, блин. Что ты, смотри, какой партизан, а? Слушайте, это вроде что-то даже ничего. Опа. Ну да, тут такой уже поприятней. Тихо, 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 братулец. Тихо, тихо. Ты что делаешь-то? Какие-то вы сегодня непонятные. Какие-то непонятные. Спокойные. Грязный такой, ребят. О, вот это уже подлещик.
Ну, потихоньку-то дело идет. Ну, все равно это не то, ребят, что это. Так, прикольно, конечно, но охота, конечно, пободаться на тонкий поводок. 2,555 у меня пока самый большой по фидеру. На донку ловили давно, в детстве. Вообще под пятак был, 4 с копейками там. Вот такой вот лист. Вот. А на днях сейчас у меня тут знакомый на 3,200 завалил. Вот это да, это уже интересно. Это уже интересно. Хулиганят, ребята. Хулиганят. Только перезабросил. На тебе. Пойдет. Давай, бродяга. Туда. Отлично. Второй подряд, ребята, сразу. Только перезабросил. Тихо, 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 тихо. Что такое буйный-то? Куда пошел? Сходу, ребята, бахнул. Пойдет. Вот и утряночка. Здрасте. Пошла движуха, ребята. Говорю, кто-то подошел, начал шурудить. Бац-бац. Ну такие уже 500-600 грамм такие где-то примерно, плюс-минус. Но это тоже не то, конечно, что ожидаю. Но все равно это уже даже не та густерка. Это уже подлещики. Такие хорошие. Блин, этот бас перезабрасываю, этот перезабрасываю. Что-то пока смотрю. Бум-бум-бум.
Ну хорошо, да, он прям жадно берет. Прям жадно. Вот вам, пожалуйста. Что, кстати, по времени? Ну да, 1:52. Вот вам, как и сказали ребята, рыбалка, говорит, утром более-менее интересная. Ну, все равно же надо приехать, точку подзакормить. И вот все на правый фидер, кстати, который я, ребят, удлинил немножко. Я на бровку сначала положил. Что-то мне не понравилось срывать с нее. Я свалился туда, короче. И она туда встает, вот так прям нормально, соткой прям держит красиво. Ну хорошо. Давай еще повторим. Пока без подсачника, ну что тут там хулиганы их по пляжу вытягиваешь. Как бы. Ну такой резвый. Резвый. И там хорошо и гуляет прям. Такой активный лещок-то. Может где-то и хороший плавает, ребят. Кофейку хочу бахнуть. Что-то так и не могу сходить за сумкой-то. На азарте. Рассвет, ребятки. Туман. Вообще. Класс. Луна что-то куда-то вообще туда в высоту ушла. Как красиво, а. Там, блин, окунь начал долбить или что там. Красота вообще. Очень круто. Аж жестко ударило. Но вроде на месте. Холодно. А я еще вчера, ребят, с открытой дверью под вентилятором лежал. И было жарко. А тут прям свежо. Сатримана-то. Ну, короче, все, ребят, что. Особо как бы и не порадовал. Ну да, были подряд поклевки. 3 штучки мы дернули. Таких более-менее. И все. И вот уже опять мелочь. 2 густеры, елец и пескарь. Заменил живца, содрал травы, куча, причем. Ну, понятно, за всю ночь. И все. Сижу. Вот теребонькает. Вышла мелочь и все. Вот такая утрянка. Ну, какая есть. Попью, на чай, кофе. Может, поваляюсь, не знаю. Есть такое желание. Рыбку поймал. Ну вот, ребят, что. Опять вышел утром елец. Ельчик, ребята.
Маленький, пускай живет. Рыбку поймали. Все, больше не даст рыбалки. Вон, везде они у меня плавают тут. Везде они у меня тут плавают. Да, пойду-ка я, ребят, отдыхать. Пойду-ка я отдыхать. Друзья, всем доброе утро. Вчерашний обед или ужин перешел медленно в сегодняшний завтрак. Разогрел кашку. Позавтракаю. Надо все равно что-то подкинуть. 6 утра, 6:25. Покемарил. Конечно, неудобно. Такое себе. Ну ничего. Когда сидишь на кресле много времени, а хочется горизонта принять, и вот что ни на есть. Лодка выручает. Когда тем более налегке. Нормально. Вороны тут, блин, ужас. С утра как начали, не дают. Ну и солнышко уже начало припекать. Вот. Фидеры полные травы, достал, перезабросил. Он мелочь дергает. Ну, короче, все. Короче, рыбалка что-то с вечера было и что-то с утра было чуть-чуть. Ну, в целом, как бы нормально. Я доволен. Сейчас позавтраку, ребят, что, буду потихоньку собираться. Вот. Щуки на точке не было. Сейчас достал, сорога сидела. Сколько она там сидела, не знаю. Короче, так бывает, когда щука на точке, вот эти темы работают. Ну, плюс трава еще такая, ребята, сами все видели. Так что завтракаю и потихоньку. Вот. Буду собираться до дома. Зато, ребят, кимарнул, спрашивают, а что типа сразу домой не поехал, да? Во-первых, ребят, все сырое. Надо как-то, чтобы просохло маленько, тоже кресло, там не кресло. Чтобы этим домом не заниматься, это раз. Во-вторых, лодочная база закрыта, ребят, до 7 утра. То бишь там в 4, в 3 там стартануть. Можно, конечно, но у меня там стоит техника. Я просто не могу выехать, и там живет дядька. Вот. Просто уважение к нему. Не хочу будить его, там тревожить. Как бы так. Ну, в общем, ну, опять же,
в лодку, у тебя есть палатки, там, у меня есть сковородки, ребят. Минимализм бывает, ребят, свои, приносит свой кайф. Когда ты перерастаешь уже там с палатками, с этими раскладушками, там, с печками и так далее и тому подобное, да, это однозначно свой кайф. Ну, не надо забывать, как говорится, и быть готовы переночевать, допустим, в таких условиях. Я считаю, это нормально. Как бы ты все равно организм, так скажем, держишь на тонусе. Не побоясь там под деревом поспать возле костра. Нормально. Эта практика, она должна постоянно быть. Единственное, что нужно надувной матрасик взять сюда, в лодку, чтобы он тут прирос, так скажем. И какой-нибудь тендик. У меня есть, конечно, ходовой, но он тяжелый. Такой тоненький, чтобы сухо там было. Чтобы роса, ну, конденсат не попадал. И все. Дом на колесах, как говорится. Дом на воде. Не в том плане, что там жить, а укрыться от дождя, переночевать можно. Отдохнуть, так скажем. О, правильно будет. Ладно, ребят, завтракаю и марафет навожу. Так, ребят, против солнца, наверное, вам не видно. Все, подсобрался. Такая рыбалочка получилась у меня. Много мелочи. Тут точку тоже подрядили, скорее всего, потому что часто сюда приезжают. Скорее всего, наверное, просто забрали. Ну, мое предположение. А так кайфанул, что? Ну, небольшие, но количеством взял. В этот раз количеством. Как-то оно так. Ну, в общем, тишина, спокойствие.
кресло, ребята, и 2 ствола. Давайте будем на связи.